Давайте начнем сравнивать. Возьмем страну Израиль, организованную в 1948 году. Там были все созданы условия. Это религия, это древние традиции, это фольклор. Были все созданы условия для еврейской нации, и все евреи со всего мира там собрались. Каждый год в Израиле увеличивается население на 500 тысяч. Сегодня население Израиля приближается к 10 миллионам. А начиналось все с 2 миллионов. В 1948 году в Израиле проживало 2 миллиона. Из них, 800 человек евреи, 800 тысяч, и 1 200 000 палестинцев. Репатриация евреев в 1991 году, это была большая алима из Советского Союза, и потом в 1994 году это продолжилось из Советского Союза. Это из Прибалтики, из Украины, из Белоруссии. Все евреи собрались в Израиле. В общей сложности из Советского Союза уехало 2 миллиона человек. И так население прибывало много из Европы, из Африки. И, вот население уже было 6 миллионов, 7 миллионов, и вот теперь около 10 миллионов. Это люди, которые говорят на своем языке. Там смогли они создать условия для развития языка, для изучения языка, для сохранения своих традиций, для своей религии. Центром татар, которые рассеяны по всему миру, ведь 8 миллионов татар. 8,5. 5700 живет в России. 2 миллиона татар живет в Казани, в Татарстане. 500 тысяч татар живет, в Казани. Я думаю, что в Казани создаются условия в будущем для сохранения татарского языка, сохранения татарских традиций, культуры, все условия, религии. На сегодняшний день в Казани около 80 мечетей. На сегодняшний день в Казани много татарских гимназий, лицеев, высшие учебные заведения. Здесь создаются все условия для развития татарского языка. Я так думаю, что как шахматист дальновидный, это многоходовая комбинация главы города Ильсура Раисовича Медшина. В чем она заключается? Она заключается в том, что каждые 2-3 года он создает новые объекты, новые решения главы администрации для благоприятного изучения татарского языка, культуры, для сохранения татарской нации в этом городе. Например, здесь много вузов, высших учебных заведений. Это традиция Казани. Много спортивных сооружений. Много проводится спортивных мероприятий мирового масштаба. И поэтому столица Казани сегодня по праву это спортивная столица России, это студенческая столица России. Это условия для благоприятного себя реализовать студенческой молодежи и в общественной жизни, и в учебе. Есть город Иннополис, и в том числе в Казани. Сколько здесь татарских театры работают. Парковая зона. Какая в Казани за последние 5-7 лет создана парковая зона? Она же уникальна. Это в мире такого нет. В будущем многие у нас представители татарской нации после Отечественной войны уехали в среднеазиатские республики. Они все равно там на чужбине. Прошло 70 лет, прошло 60 лет. Люди все равно корнями привязаны к Татарстану, а прежде всего к Казани. Это наши земляки Средней Азии, наши земляки с Украины, наши шахтеры из Донецка, из Луганска. Все они будут возвращаться в Казань. Это тысячи и тысячи наших земляков и наших татар, наших соплеменников, которые рассеяны по всему миру. Есть категория татар, которые в начале 90-х уехали в Америку, за границу,
в Израиль, в разные страны. Они тоже на старость лет будут возвращаться в Казань. Очень много молодежи, которые закончили вузы в Москве, Санкт-Петербурге, в Киеве. Есть много студентов, которые учились за границей. Так вот, для реализации себя в профессии также в Казани созданы все условия. Все будут возвращаться сюда. И население Казани будет увеличиваться не только количественно, но и качественно, и целенаправленно татарской нации будет здесь увеличиваться. И будет увеличиваться потенциал татарской нации в общественной жизни, для создания общественных организаций, для создания молодежной среды общественных организаций. Но наряду со всем этим есть в Казани небольшие проблемы и пожелания. Это многие студенты, молодежь прекрасно понимают татарский язык. Многие, может быть, не так чисто и свободно разговаривают на татарском языке. Но почему в общественном транспорте между собой молодежь не говорит на татарском языке, в отличие от кавказских, среднеазиатских республик? Как преодолеть этот барьер и как начать больше общаться на татарском языке? И здесь созданы все условия, много высших учебных заведений. Вот во всех учебных заведениях, я думаю, создать нужно общественные организации по сохранению татарского языка, культуры среди молодежи, среди студентов, и проводить мероприятия среди студентов, среди молодежи по сохранению татарского языка, культуры. Вот это не на должном уровне организовано в Казани. Вот это общественная жизнь Казани студентов. Не так организована работа по обмену опытом с аксакалами татарского движения. Ведь они собраны здесь. Все аксакалы, идеологическая составляющая татарской нации, это писатели, это поэты, это философы, которые многие сейчас еще живы в преклонном возрасте. Не используется их потенциал для общения с молодежью, для передачи их несметного опыта по дальнейшей сохранению татарского языка. Вот эти встречи с молодежью и вот этот мост аксакалов молодежи в Казани, он недостаточным образом существует, а все условия для этого есть. В Казани созданы тысячи площадок, тысячи аудиторий. Больше нужно собираться, использовать, слушать философов, писателей татарских. Татарские писатели, поэты могут здесь выступать со своими произведениями перед студентами, перед молодежью. Вот это направление, наверное, бы надо усилить, но это уже администрация Казани, им создали все условия. И это зависит от сознания, от общественников, от студентов, от их энтузиазма теперь уже. Людей, которые могли бы зажечь молодежь, вот эту татарскую студенческую среду, вот их нужно выращивать со школьной скамьи. В Казани много гимназий. Давайте проедем по этим гимназиям. Есть определенная категория молодежи, которая учится 9, 10, 11 класс. Они милликшелер, рухлыкшелер, татар жанны, милли, рухлы, иманлы яшлер. Вот давайте их будем вести, создавать из них будущих общественников. Может быть, среди них есть будущий Марджани, может быть, среди них есть будущий, Рустем Нургалеевич или Минтимин Шарипыч, или же писатели, поэты татарские. Как вот воспитать, создать и вести по жизни на будущее вот этот вот пласт будущих идеологов пропаганды татарского языка среди молодежи. Дорогие казанцы, как вы думаете, сколько у нас детей в городе? На самом деле их 224 тысячи. Из них 149 тысяч – это школьники, и 75 тысяч – это наши маленькие сладкие дошколята. Бэби-буму в Казани более 10 лет, и нас очень радует высокая рождаемость в столице. Вместе с тем, это и большая ответственность за завтрашний день наших детей. Мы должны строить новые детские сады, школы, подростковые клубы, загородные лагеря,
И сегодня я вам расскажу, что в прошлом году городская власть сделала для наших детишек. Мы построили 9 детских садов по федеральной программе, и еще один детский сад в Казани открылся благодаря частному инвестору и сейчас передан городу. А всего за последние 10 лет были открыты 114 новых детских садов. Мы продолжаем строить новые школы. Это очень важно. И, конечно, на сегодняшний день это не просто школа, не просто мечта. Это настоящий дворец знаний, в котором есть все необходимое, чтобы дети наши получали и образование, и раскрывали свои таланты. Замечательные предметные кабинеты физики, химии, лаборатории, замечательные светлые рекреации, 2 спортивных зала, 2 плавательных бассейна и актовый зал со сценой, на которой не стыдно пригласить любую звезду. Но нам важно, чтобы звездами становились наши детишки. Даже в самой современной и красивой школе весь день не просидишь, но далеко ходить не обязательно. Сегодня в городе уже построено 118 универсальных спортивных площадок. Из них 10 в прошлом году. Другой вариант детского досуга – подростковые клубы. С учетом прошлого года у нас отремонтировано 52 таких учреждения. Вот как они выглядят сегодня. Хочу отметить, 82% всех кружков здесь бесплатны для детей. Их оплачивает бюджет города. Зависит очень много от главного руководителя, который задает тон, который проводит политику. В Казани мы видим, что Ильсур Раисович проводит национальную политику, создает фундамент, закладывает фундамент для сбора в будущем в Казань всех татар в мире, я не побоюсь сказать, не только в России, в мире. И мы сейчас будем снимать серию роликов на YouTube-канале о студенческой жизни, о жизни аксакалов, жизни театра, жизни культурной в Казани. Мы будем снимать сейчас, значит, серию роликов с пропагандой, с привлечением в Казань населения татар из других стран, регионов в будущем для переезда здесь в жизни. Вот у нас одна из наших общих проблем – это проблема ассимиляции. Есть такие закрытые цифры. У нас при совместных браках или муж, или жена татарка в результате совместных браках в 90% в этой семье заканчивается татарский язык, татарская культура и татарское продолжение татарской нации. Как мы можем бороться с ассимиляцией? Мы можем с ней бороться, создавать татарскую среду во всем, студенческую среду, значит, на производстве, где они вместе работают, куда они вместе выезжают, какие-то творческие коллективы. Люди, которые живут за пределами Татарстана, они задумаются о своих детях. Как сделать продолжение детей, чтобы найти спутников жизни одной нации? Это можно только после переезда в Казань, в татарскую среду. На сегодняшний день в Казани учатся 88 тысяч студентов. 88 тысяч – это же целая армия. Задача – пробудить у этой молодежи вот этот национальный коэффициент, пробудить общественность, чтобы они занимались общественной жизнью. Вся надежда на этих студентов. Ведь они будут задавать тон, через каких-то 20-30 лет они будут идеологами сохранения татарского языка. Что касается мероприятий. Ведь в Казани проведена была уникальная универсиада, чемпионат по водным видам спорта, по профессиям было проведено, чемпионат мира по футболу. Цифры за прошлый год: 100 километров дорог, 430 дворов. Это же все работа. Для такой миллионного города такие цифры, это сколько резервов, работа проводится огромная. И жители это видят, жители это понимают. Особенно наш преклонный возраст. Здесь создана забота о аксакалах, о пенсионерах. Большое уделяется внимание лечению, клиника. Нам бы хотелось и дальше, чтобы в Казани вот эти вот молодежные инициатив было больше воспитать лидеров молодежных движений, потому что сверху команды,
Оно не получается. Нужно, чтобы в среде молодежной, в студенческой возникали вот эти вот идеи. Вот есть Пщань Базара, например, да? Вот это ведь тоже придумано. Есть же много таких вот Мин Татар Часюляша. Все это в Казани. Мы видим, что мысль, идея в будущем собрать всех татар в мире в Казани, это закладывается сейчас и начало закладываться 10 лет назад, 5 лет назад, 3 года назад. И уже многие татары возвращаются в Казань, к себе на родину, татары к татарам. Ищиктан ищикка, говорят, да? Эта тенденция продолжится, и работа казанского руководства по созданию благоприятнейшей среды для молодежи и аксакалов, для жизни в Казани, для деятельности, она создается и в будущем будет создаваться.